Российским олимпийцам, вернувшимся из Канады на родину, впору было стыдливо прятать от позора глаза. За 2 недели соревнований в Ванкувере на их счету оказались всего лишь 3 золотые медали. И тогда на 10-х зимних Паралимпийских играх за спортивную честь страны вступились люди с ограниченными возможностями. Они сделали то, что оказалось не под силу спортсменам-олимпийцам. Один только Ирик Зарипов в лыжных гонках и биатлоне завоевал 4 золотые медали, больше, чем вся олимпийская сборная страны. 5-й его наградой стало серебро. Я не могла смотреть. Муж смотрел по интернету, а я уже уходила на кухню, потому что я не могла смотреть, как он бежит, как ему достаются эти медали. И, по-моему, весь город болел. Где я работала, все люди переживали, все звонки принимали всю ночь, поздравления. Не могу смотреть. Все это знают, всем ясно и так, все дороги ведут, все дороги ведут, все дороги ведут, все дороги ведут. Мы тебя любим, все дороги ведут, все дороги ведут, все дороги ведут. Мы тебя любим! И что же сегодня, в честь дня рождения нашего любимого города, вот эта связка шагов. 1, 2, 3, под ваши аплодисменты! Ура! Здорово! Василя, иди сюда, проверь-ка написали. Где? Вот, в сегодняшней газете. Да ты чё? Ну что пишут? Он был простым мальчиком. Ну, подвижный. Он слишком был любопытный. Пойдет на мусорку, увидел раз первый, помню, принес шприцы одноразовые и говорит: мама, ты больше не будешь покупать шприцы, уколы делать. Папа говорит: где взял? Там-то. Сколько я много принес шприцов этих одноразовых. Где взял, говорит, туда и унеси. Он со слезами понес. И, ну, любопытный был везде. И всегда отец говорил: твое любопытство до добра не доведет. Наверное, в классе 5, в 5-6 говорит: мам, завтра рано меня буди, я поеду на рыбалку. Ну, все собрал, ушел. Соседка Люда увидела: иди проверь, вроде что-то покуривают, что ли, они с мальчишками. В садик захожу, он увидел меня, соскакивает и бежит. Мам, я пришел. Я говорю: где рыба? Рыбы нету. Ну-ка дыхни. Он в себя. Ну-ка дыхни, говорю. Он дыхнул. Пошли домой. Начала его воспитывать. До такой степени довоспитал, что у меня истерика началась. Я начала плакать. Он начал плакать. Мама, я больше не буду. Мама, я больше не буду. Я не был отличником. У меня были и тройки, и были и прогулы, то есть и всякие оценки у меня были. И такого не было цели, чтобы быть космонавтом или ученым великим, или спортсменом. Шел по жизни ровно как жизнь складывалась, так я и шел по ней. Идем на базар. Он видит, что нищий сидит. Он обязательно... Мам, инвалиды там, с протянутой рукой, который деньги собирает. Мам, дай мне денег, хоть сколько. Хоть там 50 копеек рубль. И бежит. С детства почему-то я всегда их жалел, всегда давал деньги. И говорю, даже буду сейчас на коляске, сам колясочникам ребятам подхожу, как бы даю. Ну, не от хорошей жизни они сидят. Он свои ноги не любил. Он всегда мне говорит, подойдет к зеркалу и говорит: мам, ну что за бабские ноги? Говорю: Ирик, говорю, ты пока, говорю, мальчик, говорю, вот повзрослеешь немного, потом ноги, говорю, формируются, говорю, совсем другие становятся, мужскими, говорю. Ты же пока, говорю, подросток, говорю,
Нет, что за бабские ноги? Обидится. Да, вот, ставится по линии. Отверстие вот и по линии. Вот сюда, По линии. А я могу судить. да. Моя задача забить где Да. В детском санатории отдыхал летом. И купили мотоцикл. Мотоцикл остался в гараже. Взяли ключи, заехали, забрали его с санатория. Едем, и папа говорит, вот в этом году ты хорошо закончил, говорит, мы решили тебе сделать подарок. И вытаскивать ключи. Он даже не знал, что мы собираемся купить мотоцикл. Ну, работали на заводе, получали немного. Поэтому он и не думал, что мы ему купим. Мы мечтали о велосипедах, а они уже о мотоциклах. Загорелся этим. В том плане, что охота было вот научиться ездить именно на мотоцикле, ощутить эту скорость, которая, вот этот ветер, как в ушах. Как он нас целовал, как он нас обнимал. В деревню поехали домой. Когда поедем домой? Когда? День и ночь практически не слазил, я просто так катался туда-сюда, обратно. Мотоцикл он объединил. Знакомство больше стало, вечерами там бывало сколько, сядем, у кого-то сломалось, все, мы там свой о стороне, чиним ему там. И друг другу помогали вот в этом плане, что и сами учились как бы технике. Когда вот последний раз мы ехали с сада, он говорит, мама говорит, давайте, говорит, вот вы мне добавите и купим какую-нибудь копейку машину, говорит. Мы с ним решили, постановили, все хорошо, давай. Это было в среду, 13 сентября. Я не хочу на мотоцикле ездить, потому что, говорит, многие, говорит, могут пострадать. Вот какое-то предчувствие, наверное, что-то было. И случилось. Ему приснился сон, соскочил с дивана и говорит, мам, мне такой страшный сон, говорит, приснился. Его что такое? Говорит, как будто я в Чечне, мне обе ноги оторвала. Это было где-то, наверное, в мае или в июне месяце. Я говорю, да ты что? Да, говорит, мои ноги есть на месте, вот так вот сидит и щупает. Я говорю, ты что, говорю, проснись, говорю, спишь, что ли? Он говорит, ой, мам, так страшно, говорит. Он ехал с другом на мотоцикле, символе свободы и скорости, пронзая прозрачный осенний воздух. Колеса несли молодых ребят по дороге, ведущей к горизонту, туда, где сливались вместе земля и небо. Ирик стремился к нему, как к финишной ленте, которую надо непременно пересечь. Мама говорит, когда, говорит, мне ноги, говорит, этот он придавил, у него, говорит, колеса на моих ногах, говорит, стояла, говорит, маза. Ноги висели, сухожилия были оторваны, просто кожа держала. Я как начал, говорит, кричать, говорит, я жить хочу. И он сорвал голос, он кричал всю дорогу, что я жить хочу. Я, говорит, на небо посмотрел, говорит, небо голубое-голубое, говорит, и эти птицы, говорит, летят. Я, говорит, начинаю проваливаться, говорит, я, чтобы, говорит, не проваливаться, говорит, куда-то в яму, я, говорит, кричу, говорит, что я жить хочу. И потом чувствую, что силы, говорит, уходят, говорит. Я, говорит, думаю, неужели я умираю? И я уже, говорит, начал кричать, мама, мама, мама. Я-то лежал, без сознания 3-4 дня. Потом, когда мне сказали, что, у тебя отрезали ноги, не смогли спасти. Да, вот это тяжелый такой момент в больнице был. Там, всякие мысли посещают, когда уже ты отчаян и не знаешь, что делать дальше, потому что это очень тяжело было осознать, что ты вчера бегал, а сегодня ты уже все. И вообще вопрос, выживет ли он сегодня. То есть был такой вопрос, первые 2 недели, очень тяжелое состояние у меня было. Выкарабкался, как врач сказал, если бы не его сердце, он не выжил, потому что очень была большая сила потери крови, и травма была очень сильная, то есть крытые все раны. Он 2 года был в этом, депрессия у него была. Все боялись, как бы что-нибудь с собой не сделал. Все эти были. Я с работы бежала, если видела, возле подъезда стоит
милиции или скорой. Для меня это было все, пока вот я не зайду в дверь, не увижу, что он. Один раз иду, он на подоконнике сидит. Я бегу, добежала, думаю, уже все, прыгать что ли собрался. Он говорит, не беги, что бежишь? Я говорю, а ты что так делаешь? Ирик, говорю, тихонечко. Он говорит, что делаю, что делаю? Окна мои, что делаю? Я уже понял, что она за меня беспокоится, переживает, чтобы я, не дай бог, что-то там не натворил, не упал, не разбился, ничего с собой не сделал. Мам, раз я остался жив, я должен жить ради вас, говорит. И вот первое его было, вот, что он начал делать, он почистил папе обувь. Вот. Убирался дома. Кулинарией начал заниматься. То есть мне хотелось чем-то быть полезным. Родители обходили, я им готовил ужин. Они были такие радостные, довольные. Вот сын дома уже что-то делает. Всегда был ужин горячий. Блины я научился печь. Потом постепенно научился готовить торты, выпечки всякие. Ну, все он стал готовить. Суп, сварил. Даже когда мы с женой встречались, я ее тоже удивлял, что-то готовил ей. Даже потом, когда дома жили, я тоже готовил первый год, а потом все. Даже жена спрашивает, куда это все ушло? Я говорю, ну все, я женился, теперь ты должна готовить. Потом он поправился, он стал 92 килограмма. Когда уже принесли ему все спортивные сооружения, самодельные, там кто что мог принес. И он начал заниматься, он за год на 36 килограмм похудел. И потом уже в спорт пошел. Я не знал вообще, что у нас в республике на уровне сборной России по лыжной гонке кто-то занимается. Амир Бакиршин занимался уже с 97-го года, он стал заниматься, но он занимался со слабовидящими. Он искал себя в каком-то виде, именно конкретном, или в лыжи, или в легкой атлетике. Но когда пришел, я уже сказал, говорю, давай, если хочешь заниматься, только вот лыжами. А я еще лыжами вообще не занимался, ничего не было, у меня даже баба такого не было. Я на коляске бегал. Коляску привез, и вот первый сбор я на коляске просто рассекал. Все, ты остаешься. Следующий сбор уже я поехал в Белебей. Уже родом с Белебея. И туда, уже там на бабу. Был у меня, не под меня боб, маленький такой стульчик сделали. Я с него падал там, кувыркался, локти разбивал, все корябался на асфальт, потому что это не снег. Упадешь, тут мало не покажется. Ну вот, и так мы познакомились, начали работать. Сразу мне понравился этот человек как тренер. У меня первый появился такой грамотный, знающий свое дело тренер. Свыше 8 месяцев в году Ирик проводит на тренировочных сборах и спортивных соревнованиях. Вне родных стен, вдали от родных и близких. Ему мало быть просто человеком в коляске. Ему необходимо быть первым. А для этого он ежедневно выходит на поединок, в котором преодолевает не только километры и секунды, но и осиливает все тяготы, выпавшие на его судьбу. Он мог просто существовать и радоваться тому, что остался жив. Мог потратить свою жизнь, вызывая чувство сострадания и жалости к себе, побираясь в переходах. Но, лишившись ног, Ирик не потерял главное – стремление к жизни и перестал быть человеком с ограниченными возможностями. Ирик Зарипов, заслуженный мастер спорта, член паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону, чемпион Паралимпийских игр, многократный чемпион мира. Награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени, за весомый вклад в развитие страны и выдающиеся успехи в профессиональной деятельности на благо России, отмечен почетным званием «Россиянин года». Избран послом 22-х Олимпийских и 16-х Паралимпийских игр в Сочи и первым вице-президентом Федерации физкультуры и спорта инвалидов России с поражением опорно-двигательного аппарата. Он депутат городской думы, занимается вопросами улучшения жизни людей с ограниченными возможностями. Ну и, слава богу, я не потерял голову, во-первых, потому что некоторые спортсмены после такой грандиозной славы голову некоторые теряют, там, начинают уже мало тренироваться. Ну, сезон прошел, я хорошо, на мой взгляд, в этом сезоне выступил в предыдущем. Стал первый раз трехкратным чемпионом мира, потому что я был олимпийским чемпионом мира не было. Я выиграл чемпионат мира, кубки мира выиграл все лыжные.
биатлона. То есть повторил сезон 2007 года, у меня такой же был курорт, когда я прям все выиграл. Ну, вот этот сезон также показал. Даже если будет какое-то отклонение, у меня мама такой строгий человек, она сразу видит и сразу: так, ты что, завиделся, что ли? Я: нет, все нормально. Дети! Чай будете пить? Ну, после Турина, он приехал сюда после Турина, когда уже, там по своим делам они ходили с отцом. На улице чисто случайно встретились. У меня подружка первый раз его увидела по телевизору, там: о, смотри, там